Доброе утро, Якутия! Начинаем новую рабочую неделю. С вами Вероника Тамтосова. У нас опять хорошие новости только для вас и только сегодня, потому что каждое утро должно быть прекрасным, а летнее утро само по себе уже чудесно, ведь за окном у нас сегодня солнышко. А что у нас в эфире? В эфире все самое полезное. Расскажем, что предсказывают звезды, сделаем зарядку, поделимся последними новостями, непременно обсудим новые веяния в управлении дронами, а также чем увлекаются молодые ученые, расскажем. Также на экране у нас сейчас QR-код, переходите, подписывайтесь на наш телеграм-канал и будьте в курсе не только последних новостей, но и способов поднять себе настроение и просыпаться с утра бодрыми и оптимистичными. А прямо сейчас спешу вас поздравить. С чем? Сегодня отмечается День летнего отдыха. Праздное времяпровождение и релакс во время отпуска выбирает далеко не каждый. Для многих лето – время работы на приусадебных участках, связанное с прополкой сорняков, окучиванием в садах кустов с ягодами и фруктовых деревьев. Для трудоголиков, готовых один день лета посвятить отдыху, и любителей понежиться под лучами солнца, учрежден День летнего отдыха. В честь праздника люди выбирают различные способы расслабления, желая забыть про рутину будни, посещают студии йоги, кинотеатры под открытым небом, собираются с друзьями на пикниках с барбекю, совершают пешие и велосипедные прогулки. День летнего отдыха – отличный повод для экстремалов сплавиться по реке, покататься на квадроциклах или прыгнуть с парашютом. Кто-то отправляется 22 июля на экскурсии по достопримечательностям, храмам, музеям, старинным усадьбам и паркам, а кто-то едет на выходные в ближайший пансионат или турбазу. Летний отпуск не обязательно проводить в комфортабельном отеле на берегу моря. Кемпинг для автодромов с бунгало или палатками, разбитыми в живописном месте, позволит насладиться близостью к природе со всеми благами цивилизации. Так что сегодня смело можете позволить себе отдых, ведь сегодня день летнего отдыха. Вот так вот. Так что, несмотря на понедельник, есть повод порадоваться. Но прямо сейчас расскажу, способствует ли этому погода в республике. Итак, в центральных районах сегодня плюс 14, плюс 20, в Заречной группе 14-18 выше 0. В южных 12-15 градусов со знаком плюс. В Вилюйской группе температура плюс 13, плюс 18, в Нижнеленских 16-18 выше 0. В западных плюс 16, плюс 17, в Колымо-Идигирской группе улусов 15-19 градусов тепла, в Янских плюс 8, плюс 15. На северо-западе сегодня плюс 10, плюс 11. В Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 19 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Сегодня днем в Якутске без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура в столице плюс 28, плюс 30. Господа, на улице лето. Ну а прямо сейчас, конечно, спешим поделиться самыми последними новостями. Якутия, доброе утро, коллеги, предлагаем блок новостей. Проект в сфере соцобслуживания успешно завершен в Якутии. Он предусматривает создание системы сопровождаемого проживания людей с ментальной инвалидностью и развитие альтернативных форм их жизнеустройства. В проекте приняли участие 36 человек, из которых 12 проживали в психоневрологических интернатах, а 24 в семьях, но находились под риском попадания в ПНИ. В рамках проекта было создано отделение постоянного сопровождаемого проживания, где участники проекта учились жить самостоятельно, а также трудовые мастерские, где они прошли трудовую реабилитацию и освоили рабочие специальности. Третья арктическая экспедиция отправится в Тикси для испытания приема передатчика Алиса-С. Устройство может использоваться для организации связи в поселке Тикси. Приемопередатчики устанавливают через каждые 16 километров, обеспечивая связью населенный пункт. К телефону подключаются через Bluetooth. С помощью устройства можно передавать различного вида сообщения, а также подключать и другое оборудование, например, метеостанцию. После испытаний приемопередатчик отправится на доработку, а через год комплект приборов планируется передать якутскому поселку Тикси.
Более половины котельных Якутии уже готовы к отопительному сезону. Подготовлены почти 650 котельных. Кроме того, готовы 2300 километров тепловых сетей, 1300 километров водопроводных сетей, а также 580 километров сетей канализации. Капитальному ремонту при этом подлежат 850 километров линий электропередач различного класса и напряжения и 116 дизельных электростанций. Ремонтные программы предприятий и планы сформированы, работы выполнены на 60%. В Якутии наступление холодов, как правило, приходится на конец сентября, начало октября. Соответственно, к этому времени должна быть завершена подготовка к отопительному сезону. Необходимо заблаговременно привести в порядок систему отопления, чтобы обеспечить комфортные условия в домах и на предприятиях. В Вилюйском филиале ГУП ЖКХ работа в разгаре. На данный момент завершено 60% от плана. На сегодняшний день произведена замена 8 насосов, там как циркуляционные, так и подпиточные. Идут работы по замене тепловых сетей. В этом году у нас по плану 150 метров тепловых сетей. Также в поселке Козылсыр идет замена водопроводной сети, там 600 метров. Ну, помимо капитального ремонта, также у нас есть реконструкция котельной, это котельная РПС, то есть там добавим один котел для увеличения мощности. Ведем промывку тепловых сетей, котлового оборудования и также промывку водопроводных сетей. Отопительный сезон в этом году у нас начинается 7 сентября. И с уверенностью могу сказать, что отопительный сезон начнется вовремя. Рособорнадзор призвал мигрантов заранее учить ребенка русскому языку. Мигрант, который планирует переезд в Россию вместе с семьей, должен заранее обучить своего ребенка русскому языку, чтобы он понимал культуру поведения и общения со сверстниками, заявил глава ведомства Анзор Музаев. Недавно в Госдуму внесли законопроект, согласно которому детей иностранцев, у которых нет российского гражданства, будут проверять на знание русского языка перед приемом в школы. По словам главы Рособорнадзора, ребенок мигранта должен знать русский язык, чтобы понимать культурный код страны и общаться со сверстниками. Более 60 тысяч жителей и гостей Якутска посетили культурные мероприятия 8-х игр «Дети Азии». Всего на площадках столицы были организованы около 80 различных мероприятий с участием творческих коллективов со всей республики. Организаторы приложили огромные усилия, чтобы сделать развлекательную программу максимально насыщенной. Подготовка к проведению культурных мероприятий началась еще за 2 года до начала игр. Всего привлекли свыше 3000 артистов из различных творческих коллективов. Но мы переходим к другим новостям. Беспилотный летательный аппарат применяется для широкого спектра гражданских и военных задач. Мониторинг, съемка, картографические местности в научных и иных целях. И сегодня это очень актуально во всех сферах экономики, в том числе и военной, и научной, и, конечно, в сельском хозяйстве. Трудно переоценить, что беспилотный летательный аппарат прочно вошел в нашу жизнь. Но подробнее в качестве хобби и тем, как они развиваются, нам сегодня расскажут наши гости. Это учитель информатики из Кутанинской средней общеобразовательной школы Сунтарского ЛУСа Владислав Егорович Третьяков и ученик 11 класса Антон Третьяков. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, мы прямо сегодня вот имеем на столе такой интересный дрон, да? Да, Он отличается от того, что мы видим для того, чтобы использовать для фотосъемки. Ну, то есть мы привыкли к несколько другим. Расскажите, пожалуйста, как давно вы занимаетесь дронами? Я сам лично занимаюсь довольно-таки много лет. Я сначала занимался это как видео-фотосъемка, и как учитель я начал учить своих учеников. Ну, у меня есть кружок в школе. И в последнее время мы вот увлеклись специально спортивными дронами. Давайте поднимем, покажем его, пожалуйста, нашим телезрителям. Вот такой вот интересный дрон мы видим, да, то есть он более мощный, да, у него более мощный заряд. Скажите, пожалуйста, вот, Антон, у вас это что? Это очки, это для чего? Это очки, чтобы видеть этой камерой дрона. То есть ты будешь видеть, как дрон летает от первого лица. И в чем в дальнейшем вы видите, что детям это поможет в реализации каких направлений? Вообще, в каких направлениях сейчас используются дроны? Да, в последнее время вот, очень популярным стало как вид спорта FPV-дрон, гонка на дронах. И этим летом мы ездили в город Казань, и мы участвовали там в всероссийском чемпионате «Пилоты будущего». А так вообще дроны в данный момент используются в очень многих отраслях.
И я думаю, что в будущем вот, дроны будут очень востребованы. В каких направлениях участвовали в Казани, что запомнилось, что стало наиболее интересным, что показалось очень сложным? Ну, мы участвовали во всероссийском этапе «Пилоты будущего». Мгм. Там было всего 10 дисциплин. Это гонки дронов, точность посадки, перевозка груза, технический симулятор, тестовые задания, сборка дронов, мониторинг склада и 3 дополнительных — это дрон-баскетбол, дрон-дартс и тоннель. Мы заняли 10 место в дисциплине точность посадки. Мгм. Что было самым интересным? Ну, самым интересным, конечно, были гонки дронов. Проходили сложные карты, одновременно выходили еще с 4 пилотами. Поэтому это было очень захватывающе и весело. Я вот себе с трудом представляю гонку дронов, как это выглядит. То есть одновременно стартуют с одного места и проходят определенную траекторию. Да, там определенная трасса подготовленная. И одновременно стартовали 4 участника, так как было очень много участников, 120 команд было и со всей России. И мы были там в первом потоке, очень волновались сильно. Но мы там показали себя, на что мы способны. И я думаю, вполне достаточно. Там были очень сильные ребята со всей России, которые участвуют в международных гонках. А мы, получается, только начали в этом году. Мгм. И нам это очень понравилось. Как заинтересованность молодого поколения вот в таких направлениях уже более современных? То есть это же требует концентрации, знания техники, знания компьютера, ну, как программного обеспечения, как минимум дрона. Я так понимаю, что ребята еще и должны сами разобрать, собрать, починить, если есть необходимость. Да, это FPV-дроны требуют очень много умений. Просто человек, который впервые пришел, он не сможет летать на таком дроне. Потому что для того, чтобы полететь на таком дроне, человек должен сначала пройти симулятор. Должен освоить симулятор электронный, ну, в компьютере. После чего он может уже попробовать полетать вот на этом. Чтобы летать на FPV-дроне, это надо развить очень тонко мелкую моторику. Мгм. Как вы отбираете участников для соревнований? Но у нас есть кружок, и желающие ходят ребята, которые хотят летать. Ну, мы делали гонки на симуляторах у себя на районе. Ну и вот те ребята, которые наиболее умеют, я уже подготовил для всероссийского финала. Антон, с чего ты начинал знакомство с дронами? Ну, сначала наш наставник Владислав Егорович увлекался дронами уже очень давно, и мы видели, какие у него хорошие кадры получались с высоты птичьего полета, и мы тоже начали интересоваться этой темой, и мы записались на кружок нашего наставника и начали тренироваться. Ну, а до этого ты увлекался там компьютерными играми, может быть, программным обеспечением? Или это вот первое такое знакомство с такой техникой? Ну, да, я бы сказал, что это первое знакомство с такой техникой, и мне очень нравится. В дальнейшем планируешь с робототехникой, может быть, себя связать? Ты уже как бы в 11 классе, поэтому, может быть, на какое-то направление для себя нашел благодаря участию. Ну, я об этом начинаю уже думать, и, наверное, в будущем буду продолжать в этом направлении. Ну, то есть будешь искать профессию смежную, да, с управлением Да. и с пилотированием. Как вы считаете, пилотированию может научиться любой? В принципе, да. Но и каждый, как в любом виде спорта, кто-то будет там более уверенно летать, а кто-то освоит основные навыки и на этом остановится. Но это тоже вид спорта на любителя. Мгм. И, наверное, кто-то для себя может найти вот этот вид спорта как хобби, как профессию в будущем. А девушки активно интересуются? Да, там в финале девушки тоже были, не только пилоты, но и техники были. Так Ну, то что, есть профессия да, для это всех. универсальная, да.
А какие направления уже в университетах есть связаны с именно пилотированием, может быть, или инженерными навыками программирования? Ну, это как новый вид дроны, беспилотники. В школах по всей России есть, например, точки роста. В нашей школе тоже недавно открылась точка роста, и там уже был дрон. В университетах очень много кружков, тоже у них есть разные соревнования, ходят, летают. То есть можно Ребята начинать со школы и продолжать вплоть Да, до конечно. окончания высшего образования и сделать это, ну, прям профессией. Мгм. Спасибо, что пришли, поделились. Желаю вам дальнейших успехов. Ну, я лично с таким дроном столкнулась впервые. Мне очень интересно, наверняка, как и нашим телезрителям. Дорогие друзья, мы желаем вам увлекаться современными направлениями, потому что это наше будущее. Ну а прямо сейчас поделимся, какие сегодня еще значимые даты и события. На календаре 22 июля. Сегодня отмечают Всемирный день мозга. По народному календарю в этот день отмечается память двух святых – священномучеников Панкратия и Кирилла. На Руси на Панкратия и Кирилла всей семьей пробовали первые огурцы. А самый первый огурец хозяйка должна была сорвать скрытно ото всех и закопать в самом потаенном уголке огорода. В таком случае и следующий год будет урожайным. День в истории. В Москве в имении графа Шереметьева открылся театр-дворец Останкино. В 1894 году в Париже стартовали первые в мире автомобильные соревнования. В этот день родились. В 1596 году Михаил Федорович Романов, русский царь, первый из династии Романовых. В 1895 году Павел Сухой, советский авиаконструктор, доктор технических наук, профессор. В 1916 Ирен Голицына, итальянский модельер. В 1946 году Борис Эйфман. В 1946 году Мирей Матье, французская певица. В 1949 году Джуна Давиташвили, советская и российская целительница, астролог. В 1951 году Олег Газманов, советский и российский эстрадный певец, композитор и поэт, народный артист России. В 1966 году Иван Охлобыстин, российский актер, сценарист, режиссер, журналист, телеведущий. Именины сегодня отмечают Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Федор. Вот такая сегодня замечательная дата, но мы переносимся в мирный. Футбольный матч стал отличной возможностью для специалистов проверить свою физическую подготовку и футбольные навыки в честной борьбе и провести время за любимым делом. В кругу единомышленников в Мирном прошла дружественная встреча в футбольном матче работников Рудников. Посмотрим, как это было. Руководитель на работе и на футбольном поле. 90 сотрудников МГОК сразились за звание самого ловкого игрока, а начальники участков выступили в роли капитанов команд. Игроки непрофессиональные, поэтому футбольное поле разделили на две равные части. Команды играют одновременно на каждой половине. Две группы. В одной группе 4 команды, в другой 5. Мы своим участком хотим защитить чемпионство. Футболисты – работники Рудника «Интернациональный» и ЦСО «Энергетика». Мероприятие организовало руководство МГОК совместно с профсоюзным комитетом и активистами Рудника. Мы очень любим это мероприятие, проводим ежегодно. В этом году наш турнир приурочен к 25-летнему юбилею Рудника «Интернациональный». Каждая команда представляла свой производственный участок. Победителем турнира стала сборная ЦСО «Рудник» и ЦСО «Энергетика». Второе место забрал участок внутрирудничного транспорта, а бронзу поделили участок технологического закладочного комплекса и участок закладочных работ. Игрокам вручили кубки и медали. Замечательная традиция встречаться в вот таких футбольных матчах. Ну, а мы сейчас вспомним о зарядке. Ну, правильно, спорт же. Кто-то рекомендует утреннюю зарядку как лекарство от всех болезней, кто-то неутомимо рассказывает о ее вреде. Организм с утра еще не проснулся и нагружать его рано. А знаете ли вы, что совместная зарядка – это неплохой способ организации семейного досуга? Хотя бы по выходным или когда родители не спешат на работу, а дети свободны от детского сада или школы. Проведенное вместе активное утро – отличный старт для развлечений для всей семьи. Поэтому давайте делать зарядку вместе. Здравствуйте, всем доброе утро. Сегодня с вами я, Галина Федорова.
И в такую, может быть, пасмурную погоду мы покажем вам комплекс такой самомассажа для улучшения самочувствия. Может, кто-то плохо спал. Мы начинаем с грудного отдела, стираем и растягиваем мышцы. Потому что у нас мышцы укорачиваются, спинка горбится, мы сидим за компьютером весь день и будем такой комплекс делать. По 5 раз можно сделать в одну сторону и в другую. Переходим на верхний отдел и шею разминаем. По очереди могу боком показать. И дальше обе ручки. На свое усмотрение по 5-10 раз. Также можно пройтись по основанию черепа. Как говорится, мы должны любить себя, да? И никто, кроме нас, это не сделает. Также можно и пройтись по черепу. И также по кровотоку пойти по голове. Разминаем. И после того, как мы проснулись, растерли голову, шейный отдел, грудной отдел, вам понадобится вот такой инструмент, обычная палочка у меня, ну, можно взять швабру, черенок от лопаты, да, сломанный, чтобы все в хозяйстве были. И этим инструментом можно растирание тела сделать, то же самое разбудить свое тело. Мы переходим на спинку и зигзагообразными движениями растираем всю верхнюю часть спины. Также можно взять у кого из холка и прямо не щадя себя растиранием делать. Также мы можем пройтись по задней поверхности бедра. Мы наклоняемся и уже движение вверх-вниз идут. Немного наклонимся и пройдемся по икроножным мышцам. И, не жалея себя, тоже растираем себя вокруг всего поверхности. Одну ножку. Это очень приятно. Обычно застои бывают. Лимфу растираем. Лимфатическое такое наше кровообращение мы тоже должны разминать. Тем самым мы будем повышать свой общий иммунитет всего тела. И таким методом можно проснуться и быть готовым к новому дню. И всем удачи! Спасибо красавице Галине за такие советы. Я уверена, мы все проснулись. Ну, чем запомнится лето? Конечно, эссехом. Национальный праздник эссех объединяет всех жителей национальной Якутии и собирает гостей из разных регионов и стран. Мы вместе отдаем дань исконным традициям, просим мира и процветания. Эссех заряжает своей светлой энергией и бодростью, вдохновляет на созидание. И прямо сейчас давайте перенесемся на его празднование в столицу нашей Родины, в Москву. В якутских нарядах выступали танцоры. В этно-стиле предстали музыканты. В национальных костюмах кружили в Осохое гости праздника. Вы подготовились, вы в национальном платье. Да, нам нравится. На такси сюда приехали, чтобы быть в платьях якутских. Будущий экономист, студентка первого курса Алена предстала в образе цветка лилии якутской сарданы. Не заметить девушку в ярко-красном наряде было просто невозможно. Чего стоят и аксессуары. Отлично дополняют лук. В таких вот красных оттенках у меня даже, мне кажется, сочетаются и линкебегер, и бастыга. На самом деле это мой рядовой наряд якутский. Он мне очень нравится, платье по фасону сидит. И вот этот вот жилет, он у меня с 4 класса. Я его ношу с фольклорных времен. Супруги Дмитриевы надели традиционные костюмы. На Надежде платье «Холодай». Акцент на меховой воротник с якутскими узорами. Он в единственном экземпляре. Такого больше ни у кого нет. На Андрее камзол с поясом. Все детали, вплоть до пуговок, украшены орнаментами. В образе Дмитриевых аксессуары тоже играют важную роль. Это все на мне, это благодаря стараниям моих родственников. Мне очень нравится. А что еще присутствует в образе? Вот я вижу якутский нож, да, видимо? Якутский нож, дебирь, да, ремень. Ну, еще, если я могу показать, что сахалыбар был оберег. Всю жизнь со мной. И он меня оберегает. Я его очень люблю.
Перед якутскими оберегами не устояла и москвичка Валерия. Девушка в 3-й раз на московском Исехе и каждый раз с новым украшением. Глаз не оторвать. Ну как, вот это вот маленький оберег в прошлом году. А вот это украшение, красивый такой ободок, я купила вот прямо сейчас. Я вижу на людях, как это красиво смотрится. С другой стороны, может быть, немножечко мне это напоминает мотивами и наши русские обереги. Исех собрал в парке Коломенское 17 тысяч человек. Холодаи, жилеты, браслеты, сумочки, сапожки в национальном стиле. Такому разнообразию моделей может позавидовать любой фэшн-показ. В следующем году гости вновь соберутся вместе и наденут якутские наряды. Это дань традициям, говорят участники Исеха. А еще это модно. В Москве нужно выделяться. Вот, люблю выделяться. Утро Якутии мне всегда с Тамтосовой, Павел Танин и так далее. Это мои любимые. В 7 часов утра я включаю Якутия-24 и всегда смотрю, что происходит с республикой. Она процветает. Вот так, Якутия, мы тебя любим! Ура! Айзена Пурнашова, Виктор Олесов, Москва. Ну, очень приятно получить такой привет из Москвы. Видно, что радуются наши соотечественники, видно, что они передают культуру и москвичам, так сказать, потому что они перенимают наши традиции и из года в год становятся участниками нашего прекрасного летнего праздника. Так что давайте делиться своей энергетикой со всем миром, позитивом, улыбаемся, радуемся. Ну, и хочется сказать, что наш дом, наша родина, наша крепость. Ну, а если в уменьшенном варианте, то моя квартира тоже моя крепость. И очень неприятно узнать, что там прописаны какие-то совершенно посторонние люди. Что же делать? Узнаем прямо сейчас в нашей постоянной рубрике. Доброе утро! Порой в жизни возникают ситуации, при которых в вашей квартире или доме бывают прописаны лица, с которыми вы уже по каким-то причинам не живете или вовсе никогда не жили и не знакомы с ними. Поверьте, и такое бывает. Какие же действия следует принять, чтобы их выписать? Об этом мы с вами и побеседуем в ближайшие несколько минут. Во-первых, необходимо знать, что для этого вы должны обладать правом собственности на свое жилье. Во-вторых, следует самостоятельно связаться с лицом, которое вы желаете выписать, и попросить его сняться с регистрации добровольно. Если же человек не выходит на связь, все время оттягивает выполнение вашей просьбы или вовсе напрямую отказывается, то тогда вам следует прибегнуть к помощи районного суда. Для обращения с иском необходимо указать ваши данные как истца и данные ответчика с указанием его номера телефона и фактического места проживания, если, конечно, вы его знаете. Если же вы представления не имеете о том, где данное лицо фактически проживает, то можно указать адрес текущей регистрации. В иске также следует изложить причины, по которым ответчик с вами не проживает. При этом обязательным является приложение к иску справки о лицах, которые прописаны в вашем доме, и доказательство того, что этот гражданин с вами больше не проживает. Таким доказательством может служить, к примеру, справка участкового полномоченного. Далее вам необходимо будет направить копию иска в адрес ответчика и только после этого подать его в суд. После чего следует ждать извещения суда о рассмотрении дела. Такого рода споры рассматриваются в течение 2 месяцев. Подробнее о порядке предъявления и рассмотрения иска вы можете ознакомиться в Гражданско-процессуальном кодексе Российской Федерации. На этом у меня все. Знайте свои права и умело ими пользуйтесь. До свидания. Интересно, что первой киносъемкой в России принято считать кадры, запечатлевшие восшествие на престол царя Николая II. Они же считаются одной из первых политических кинохроник. Трудно переоценить ценность сохранения истории в живых кадрах, которые передают больше, чем живописные представления о людях, их образе жизни. И прямо сейчас, благодаря работе Национального центра аудиовизуального наследия Республики Саха-Якутия, мы сможем стать свидетелями значимых событий прошлого. Здравствуйте! В Национальном центре аудиовизуального наследия есть много уникальных кадров, отснятых не только в Якутии, но и за ее пределами. История в кадрах находится в Баку, Азербайджане. И мы сегодня вам хотим рассказать о первом тюркологическом съезде, который проходил здесь, в Баку, в далеком 1926 году.
Эти кадры для нас имеют историческую ценность, так как в этом съезде принимал участие видный государственный и политический деятель Исидор Никифорович Барахов. В это время, находясь в Москве, вместе с известными писателями Аниподисом Сафроновым Алампа и Алексеем Ивановым Кюнде, они решили выехать в Баку и принять участие в этом съезде. Чем же для современного зрителя интересен этот материал? Во-первых, съезд оказал очень огромное влияние в развитии языка, литературы и культуры и в установлении дружественных связей между народами. Надо сказать, что это был первый официальный выход тогда еще нашей молодой республики Якутии на всероссийскую и международную арену. Во-вторых, на первом тюркологическом съезде были заложены основы алфавита, терминологии и орфографии тюркских народов Советского Востока. А Якутия, последовательно проводившая культурную революцию в этом направлении, активно включилась в эту работу. Еще в 1917 году обществом Саха-Аймах была принята международная транскрипция, латинская транскрипция, приспособленная к якутскому языку. В этом направлении очень большую работу сделал Симон Новгородов, автор якутского алфавита. Первый тюркологический съезд, проходивший во дворце Исмаилия, был одним из значимых событий того времени, положивших начало новому этапу новой культурной интеграции между тюркскими народами. В съезде приняло участие более 100 депутатов. Среди них были известные востоковеды-историки, например, академик Василий Бартольд, академик Сергей Альденбург, представитель европейских ученых профессор Менцель. А само заседание проходило под председательством председателя ЦИК Азербайджанской ССР Самет Ага Агамалы Оглы. Одной из важнейших задач съезда был переход с арабского алфавита на латиницу. Азербайджан первым в тюркском мире реализовал эту идею. С 1 января 1929 года Азербайджан полностью перешел на латиницу. До 1926 года латинизация проводилась обособленно в отдельных республиках. В тюркологическом съезде представители тюркско-татарских, горских и других народов при участии научных специалистов Академии наук Ленинграда и Москвы приняли решение о применении опыта Азербайджана по латинизации в других республиках и автономных областях Союза, пользовавшихся архаическими формами письма. Сохранилась статья Исидора Никифоровича Барахова о том, как проходил этот съезд, и он там делится своими впечатлениями. Это были бурные прения, оживленные дискуссии, касающиеся, допустим, алфавита, транскрипции и орфографии тюркских языков. Но надо сказать, что Исидор Никифорович Барахов – это один из образованных и эрудированных людей своего времени. Он сыграл огромную роль в развитии литературы и науки именно в Якутии. Он активно помогал ярчайшим представителям творческой интеллигенции. Он переписывался, например, с Алексеем Кулаковским, Симоном Новгородовым, а также с аниподистом Сафроновым Алампа. Помогал всячески писателям именно для того, чтобы издавались их научные и литературные труды. Велика заслуга Исидора Никифоровича Барахова в разработке письменности на якутском языке. Он был организатором и редактором первой газеты на якутском языке, которая называлась «Манчар», и она вышла в 1921 году. Позже она была переименована в газету, которую мы все знаем, газету «Кым». Итоги работы якутской делегации рассмотрели на бюро обкома ВКПБ и приняли специальное постановление. А по итогам работы съезда Исидор Никифорович Барахов напечатал статьи по вопросам тюркологии, правописания и алфавиту. А сейчас вы видите уникальный кадр, сохранившийся до наших дней, но, к сожалению, само здание не сохранилось. Это бывшее здание Министерства иностранных дел. Сейчас это гостиница «Старый интурист». Но историческая часть старого города в Баку практически не изменилась. На фоне меня находится Девичья башня. Это одно из самых старинных зданий, которое сохранилось сейчас, до наших веков. Первый тюркологический съезд проходил в 1926 году. Конечно же, прошло очень много времени, почти 98 лет. И вот когда находишься вот на этом месте, там, где была наша первая якутская делегация, конечно, испытываешь огромное волнение, гордость за то, что здесь происходило. Можно только предположить, что тогда чувствовали якутяне, Исидор Барахов, аниподист Сафронов Алампа и Алексей Кюнде, когда прогуливались по этим мощенным улочкам, когда любовались Девичьей башней, о чем они думали и
что планировали? Ну, скорее всего, конечно же, они думали о том, как будет развиваться Якутия, какой она станет через 100 лет. И когда вот это вот все вспоминаешь и осознаешь, это на самом деле действительно круто. И вот черно-белые кадры, которые у нас сохранились у нас в Национальном центре аудиовизуального наследия, это действительно дает это чувство. Столица Азербайджана, Баку, это город контрастов, город, который сочетает в себе особый шарм, неповторимый колорит уникальных архитектурных памятников прошлых столетий и современность. Здесь, в этом городе, ты ощущаешь прошлое и будущее, а ты в настоящем. И это здорово завораживает, оно вдохновляет. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами, путешествуйте во времени вместе с нами. Это интересно. Безусловно, это завораживает, когда ты оказываешься в настоящем, заглядываешь в уникальные кадры прошлого, и тебе так хочется взглянуть в будущее. Все мы любим предсказания, все мы читаем гороскопы, даже если в это не совсем верю. Я вот верю, что если что-то захотеть и даже прочитать, допустим, что сегодня будет потрясающий счастливый день, и прям вот сказать, и он обязательно будет таким, это сбудется. Это хорошо проверено в наших фантастах. Так, книжка Носова «Незнайка Луне» очень даже хорошо предсказала робототехнику, то есть робот-пылесос, который ездил, жужжал и что-то там заглатывал. Помните? Вот так вот сначала написали в книжке, а теперь они ездят у нас по квартире. Поэтому смотрим гороскоп и верим только в хорошее. Овен. Не возвращайтесь мысленно к одним и тем же обидам, не сливайте энергию в прошлое. Вам вполне по силам сейчас собраться и сделать рывок в новую жизнь, используя для этого свою харизму и обаяние. Действуйте мягкостью и хитростью. Телец. Скажите покупкам стоп. Самое время подкопить денежки. Хороший период для обустраивания семейного очага, создания уюта. Не стоит экспериментировать и желательно не требовать от окружающих слишком многого, в том числе безоговорочного согласия с вашим мнением. Близнецы. Вы поспешите переделать великое множество дел. Соизмеряйте свои силы. Из-за торопливости можно ошибиться и испортить результат. Не критично, но будет хлопотно и затратно все исправлять. Рак. Вновь станьте консерватором, экономьте на лишних тратах, поскольку впоследствии покупки могут стать бесполезными и быстро разонравятся. Пока не время для апгрейда своей внешности, каких-либо преобразований. Даже заниматься зубами следует только по необходимости, но не красоты ради. Лев. Неделю лучше провести в уединении, вдали от суеты. Любое общение желательно свести к минимуму. Самое время заняться пересмотром гардероба, внести в привычные вещи и интерьер какие-нибудь изменения. Дева. Особо ничего не планируйте и не сердитесь, если все пойдет не так, как задумывалось. Это еще не конец истории, а временные затруднения, задержки. Нужно уметь сохранять невозмутимость и внутренне не привязываться к результату, положиться на волю Бога. Весы. Вокруг вас начнутся появляться люди из прошлого, бывшие возлюбленные, с кем не до конца выяснены отношения. Судьба предоставит шанс войти в одну и ту же реку дважды, или вы сами захотите проявить инициативу, если до сих пор не можете кого-то забыть. Скорпион. Хорошо бы направить энергию в физическую активность, спорт, покорение вершин в буквальном и переносном смысле. Сейчас вы не самый приятный в общении человек. Вас будут раздирать внутренние противоречия. Это проявится в агрессии и придирчивости, поменьше праздного досуга. Стрелец. Вероятно, подвисание каких-то серьезных финансовых вопросов. Непонятные задержки и промедления могут выбить из колеи. Велик риск срывов запланированных поездок и покупок. Не возлагайте на происходящее слишком большие надежды. Розовые очки бьют со стеклами внутрь. Козерог. Не самые лучшие дни для длительных прогулок, поездок и экстрима. Аккуратнее на улице, в транспорте, соблюдайте технику безопасности. Высок шанс подскользнуться на ровном месте, а вот дома вы защищены. Постарайтесь найти себе дела поближе к месту проживания, отложите активность на потом. Водолей. Отлично заняться разбором завалов старых вещей, документов, инструментов. Наверняка найдется что-то интересное, давно забытое. Вы отлично сумеете дошить, довязать, переделать, завершить начатое. А еще хорошо налаживать сложные отношения. Рыбы. Не исключены форс-мажоры, поломки, потери связи, и от вас потребуется умение быстро реагировать. Нужно будет приспосабливаться к стремительно меняющимся обстоятельствам и уметь лавировать между двух
двух огней, но вы соберетесь и достойно справитесь с задачами. Якутия, доброе утро. Смотрите блок новостей. Политические и экономические связи. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Как отметил Бермудес, отношения между парламентами двух стран продолжают укрепляться. Он также поблагодарил депутатов за поддержку Кубы и предпринимаемые ими усилия для прекращения экономической, торговой и финансовой блокады со стороны США. В свою очередь, Володин передал президенту Кубы теплые слова приветствия от российского лидера Владимира Путина. Говорили о реализации проектов в сфере туризма, а также поставок ресурсов. Вопрос о повышении аэронавигационных сборов с авиакомпании для направления этих средств на капремонт региональных аэропортов обсуждается в Минтрансе. В ведомстве не считают, что реализация этой инициативы приведет к значительному удорожанию авиабилетов. Сейчас формируется новый нацпроект «Эффективная транспортная система». Соответственно, и бюджет на реализацию этого нацпроекта. Поэтому Минтранс вместе с Минфином и правительством России определят возможные источники финансирования. Власти могут пересмотреть программу «Семейная ипотека», понаблюдав за ее реализацией после перезапуска. Предложения по пересмотру программы ожидаются не ранее осени. Всего семейной ипотекой воспользовались более 1 миллиона 100 тысяч семей. Ранее, 10 июля, в Минфине сообщили, что эта программа продлена до 2030 года. Семейная ипотека распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Ставка по программе составит 6%, в том числе для жителей Дальнего Востока. В вузах России открыто 40 комнат матери и ребенка. Еще 60 планируют создать в этом году. А в 2030 году таких комнат в вузах страны должно быть не менее 1000. Отмечается, что в новом нацпроекте «Семья», который запустят в России в следующем году, есть блок, посвященный молодым студенческим семьям. К 2030 году должно быть не менее 1000 комнат матери и ребенка на всю систему высшего образования. В этом летнем сезоне порядка 5000 бойцов студотрядов работают в разных сферах. Это промышленность, инфраструктура, строительство, благоустройство, сельское хозяйство, сервис, больницы и госпитали. Студенты также трудятся дворовыми вожатыми, художниками, заняты в благоустройстве территории, озеленении и работе с детьми. 250 вожатых педагогических отрядов трудятся в детских лагерях Якутии. Их деятельность охватывает более 10 тысяч детей в летний период. А совсем недавно свою работу завершила профильная смена для детей «Я гражданин мира» на базе центра «Сосновый Бор». Смена является традиционной, она проводится с 2006 года, то есть на протяжении 19 лет она с 2012 года из года в год проходит в Сосновом Бору благодаря нашему руководству, директору Ивановой Яне Николаевне. И также каждый год к нам обязательно приходят педагогические отряды, например, такие как студенческий педагогический отряд «Дар», «Инфинити», «Биг Тайм», «Сириус» и так далее. Самая главная цель вожатых – это подарить счастливое детство детям, чтобы лето прошло у них как можно ярче, чтобы у них появились новые друзья, чтобы они ушли отсюда с яркими эмоциями и обязательно вернулись к нам обратно. Книгу, посвященную жизни и работе одного из главных тренеров по конному спорту Иннокентию Свинобоеву, презентовали в Якутске. Авторы провели большую работу, собрав под одной обложкой весь долгий путь Иннокентия Свинобоева. Туда же вошли рассказы членов семьи, коллег и спортсменов, которые участвовали в соревнованиях по конным скачкам. За свою долгую работу на поприще конных скачек Иннокентий Исаевич воспитал не одно поколение чемпионов. В 2021 году его имя было присвоено ипподрому в местности Усть-Хатын. За неоценимый вклад в развитие конных скачек в Якутии Иннокентий Свинобоев удостоен ряда республиканских и федеральных наград. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня.
Мы продолжаем делиться новостями. Якутская межрегиональная исследовательская школа – это проект для увлеченных наукой школьников. Участники получают уникальный опыт, проходя все этапы ведения исследовательской работы в тематических группах по определенной проблеме, выполняя научно-исследовательские и прикладные проекты. Руководят этими экспресс-проектами молодые ученые, выступающие в роли наставников-тьюторов, направляющих и поддерживающих инициативу юных исследователей. И сегодня у нас в гостях ректор Малой академии наук Республики Саха-Якутия Василий Климович Павлов и Елена Занина, обучающаяся 9 класса Кокуйской средней школы номер 1 Сретенского района Забайкальского края. Доброе утро. Доброе утро. Ну, вообще исследовательская школа, то есть это уже что-то такое сложное. Да. Но это традиционная тема у нас. Мы начали с 2017 года. Даже во время ковида мы делали дистанционно, но у нас школа проходит. Мы уже провели, это уже 5-я школа, но еще было 3 международные школы исследовательские, где у нас принимало участие до 25 детей из 25 стран. В этот раз у нас как раз своя уже традиционная межрегиональная школа, и принимают участие дети из Дальнего Востока и Сибири. А сколько всего участников? Ну, у нас небольшая группа, да, так сказать, это свыше 60 детей, но проектов у нас много. Интересные всегда проекты, которые делают. В этом году есть очень интересные, связанные, например, глициологией. Это изучение мерзлоты. Тут у нас очень хорошо, что присоединились молодые ученые, очень интересные из нашего замечательного института мерзлотоведения. Университет очень хорошие, сильные проекты нам дает, да, так сказать. Вот Троев Иван Петрович, например, очень хорошие проекты, связанные с клеточными культурами. Также проекты по искусственному интеллекту, у нас проекты интересные по биохимии, значит, растений. Вот, когда идет перечисление, сразу так откатываемся назад. О каких школьниках идет речь? Да, школьники, которые интересуются научными проектами. Возрастная группа. Возрастная группа — это уже старшие дети это у нас, старшие, да, с 9 по старшая 11. школа, да. Обычно так. Потому что работы очень такие сложные. Сложно, но есть дети, которые 8 класс только закончили, да, так сказать. Ну, то есть, в принципе, все по способностям. Да, по способностям. По способностям заинтересованности. Да. А кто выступает тьюторами? Тьюторами — это молодые ученые, кандидаты наук, аспиранты, вот так. Елена, вы приехали к нам впервые. Да. Как ваши впечатления школы? Честно сказать, мне очень все нравится, потому что я не впервые в таких образовательных центрах, и могу сказать то, что ЕМИШ открыл для меня достаточно большое количество каких-то возможностей. Я вижу, что я могу дальше развиваться, я могу попросить помощи у моих преподавателей, и дальше они мне могут помочь развивать эти проекты, и я смогу с ними работать и дальше. Ну, то есть дистанционно, удаленно, то есть продолжать. В каком направлении вы развиваете науку? Получается, в ЕМИШе я работаю над проектом экомониторинг водных сред, получается, с использованием оптики и биотестирования. Получается, мы всю смену ходили на разные точки в Якутии. Получается, мы брали пробу воды с озер, из прудов. И получается, сейчас мы сделали все необходимые нам анализы, и мы это все вместе складываем, все это анализируем и готовим итоговую презентацию для защиты нашего проекта. А какая гипотеза выдвигается в вашем случае? Получается, мы должны были посмотреть, насколько вода, насколько изменилась водная среда. Да, водная среда с прошлого года и с этого. И получается вообще, что вода — это же основа жизни, всем просто необходима эта вода. И тут у нас как раз с экологической точки зрения мы рассматриваем, насколько водоемы загрязнены и что с этим в общем можно сделать. А вообще вы вот и в природоохранных направлениях планируете развиваться дальше? Я думаю, что да. Очень интересно. Ну, такие потрясающие проекты, которые, правда, являются, имеют свое будущее, Да, продолжение и углубленное изучение. Да, потом они станут и хорошими статьями, можно будет выставиться на специальных конкурсах, и потом это все будет зачтется научной работой. Это уже начало научной деятельности.
Какие перспективы развития школы вы видите? Да, мы видим эту перспективу в таком плане, что каждый год мы хотим, чтобы было побольше участников из других регионов. В следующем году, наверное, мы еще пригласим наших иностранных друзей, которые всегда у нас принимали участие из Китая, из других стран, из Индии тоже. Да, так сказать, так что у нас, возможно, в следующем году будет побольше школа. Ну и, соответственно, обмен опытом будет Да, тоже более естественно, глобальный. да. Но правда будет на английском языке тогда все. Ну, ничего, я думаю, ребята справятся. Какие-то итоги, многолетняя же уже школа, уже есть какие-то научные сотрудники, которые стартовали с этой школы, уже какие-то более глобальные проекты, может быть. Ребята, которые там занимались проектами, например, космическими и прочее, уже создали свой коллектив, у них есть, да, так сказать, свою компанию создали, запускают свой спутник. Это уже все начиналось вроде бы простых таких летних проектов. Поэтому лето — это такое очень интересное время для науки. Главное — быть в струе. Да. Главное Лен, начать. А вы, как ребенка, бы хотела спросить, новые друзья, новые знакомства, новые впечатления. Что вот понравилось особенно, что запомнилось, с какими впечатлениями вы едете? Получается, я просто осталась в восторге от этой смены, потому что ребята все очень добрые, яркие. Мне действительно с ними было очень приятно познакомиться, в общем, пообщаться. Нас в Якутии встретили очень гостеприимно. Мы посетили самые такие ключевые места, достопримечательности, побывали в Вечной Мерзлоте. Это очень было интересно. Я очень рада, что мне предоставилась такая возможность побывать именно там. Я хотела, и вот наконец-то моя мечта так исполнилась. У нас очень классные вожатые, классные мероприятия. Мы не только учимся, но и отдыхаем, и общаемся. И, в общем, масса впечатлений. Летний отдых удался еще и для развития. Что нужно сделать, чтобы попасть к вам? Очень просто, да. Заявление пишите, и вы можете стать участником нашей замечательной летней исследовательской школы. Какие-то наработки нужно иметь? То есть, если естественно, наши дети, которые как раз к нам идут, это дети, которые занимались научной деятельностью в течение года обычно, потому что мы проводим онлайн-школы, которые постоянно идут. Это онлайн-школы научные такие по направлению Сириус, «Откройся ученого». Мы много своих школ проводим онлайн. Поэтому у нас много участников на самом-то деле, которые принимают участие, и некоторые из них летом уже тоже продолжают эту работу здесь. То есть нужно иметь какие-то наработки и уже с ними к вам отправляться. Естественно. Потому что места может всем желающим не хватить. Спасибо большое, что пришли. Желаем вам успешного завершения смены. А вам, конечно, самых лучших талантливых учеников. Спасибо. Дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся. Желаем вам хорошего рабочего настроя, прекрасной рабочей недели. Оставайтесь и начинайте каждое утро вместе с нами. И день непременно будет успешным.